За гримерным столиком Лиана Ильясова, исполнительница главной роли премьерного спектакля, повторяет свои реплики. В театре девушка работает с солисткой-вокалисткой уже 2 года. А вот пробовать себя в драматическом направлении начала относительно недавно. Поэтому образ для нее дебютный. Считает, все должно полностью соответствовать героине. Прическа, макияж, а главное – темперамент. Характер главной героини напрочь отличается от моего. Если в жизни я более мягкая, сентиментальная, то здесь резкая и острая на язык. В этом и возникают сложности. В масштабной постановке «Мира Метликова. Дом милосердия» задействована вся труппа театра. История о тяжелой судьбе постояльцев дома престарелых на сцену Крымско-татарского академического перенесла Набат Гасанова. А вот автор сатировской драмы Эдип Эмиров. Мы здесь стараемся сочетать очень так вот тонко юмор пожилых людей, у которых остался еще запал и желание жить, и плюс драматичная линия их собственной жизни. Они перекрывают в своем обществе, находясь в этом коллективе, они перекрывают вот эту свою боль какими-то шутками, какими-то песнями, чем-то таким национальным колоритом. Чтобы правильно передать проблему современности, актеры работают каждый день, прогоняют реплики по несколько раз, повторяют самые сложные сцены и добавляют последние штрихи к образам. За кулисами не перестают работать оркестры. Под руководством Юнуса Инанова коллектив изучает новые партии и программы. В таком ритме театр творит на протяжении всего года. За этот период было создано более 100 проектов и постановок. В новом сезоне прошла премьера 9 спектаклей. Сейчас готовят еще 2. Их планируют представить публике в конце ноября. Было, что и в нашем коллективе люди болели, и были ограничения, недопуск к работе. Но потом все восстановились и вышли на работу. И, конечно же, мы задавали вопросы Министерству культуры, как же нам быть. И в ответ получили только поддержку. Репертуар нового сезона пополнится и национальной классикой. Спектакль «Алтын Сач», написанный на основе крымско-татарского фольклора, представят на 2 языках. А 3 ноября в онлайн-формате пройдет «Ночь искусств». В программу войдут отрывки спектакля «Амитхан», «Алимей», концертные программы, представленные за последнее время. Наджия Исаева, Сайт Велиляев, телеканал «Миллет».